Крупный политический и общественный деятель, энциклопедист, аграрник, религиовед. Казалось бы, не было ни одной области, где не проявил себя Васангерей Джабагиев эрудированностью, знанием нескольких европейских языков и широким кругозором. Нашего соотечественника восхищались как в стране, так и за ее пределами. Наряду с другими видными политическими деятелями Северного Кавказа он принимал активное участие в создании суверенного государственного образования горцев Северного Кавказа и Дагестана, который позднее стал называться Горской республикой, просуществовавшей с 18 по 20-е годы. На первом съезде горских народов в мае 1917 года в Владикавказе Васангерей Джабагиев был избран членом Временного Центрального комитета Союза Объединенных Горцев. 12 ноября этого же года его избирают председателем финансовой комиссии Горской республики, а впоследствии в официальных документах этого государства он представлен как министр финансов. Инициатор семинара, приуроченного к 140-летию со дня рождения Васангерея Джабагиева, депутат Народного собрания региона Ахмед Цароев. В своем докладе спикер также коснулся биографии выдающегося ингушского мыслителя. Родился Васангерей Джабагиев 3 мая 1882 года в семье полковника царской армии Ижи Джабагиева. Успешно окончив Владикавказское реальное училище, он поступает на сельхозфакультет Дербцкого политехнического университета. Затем продолжает образование в Германии, в Йенском университете. Поступить туда было очень непросто, тем более горцу. На первом плане в этом университете ставилась мораль, нравственность и честь. Студентам давались разносторонние знания. Избрание специалиста по сельскому хозяйству для Васангерея было не случайно. Обладая профессией агронома и землестроителя, он хотел бы посвятить себя самой благородной, мирной, созидательной профессии. Помимо основных дисциплин, он изучал сельское хозяйство Англии, Австрии, Дании, Пруссии и Германии. Свои знания и опыт он отобразил в многочисленных статьях, написанных на разных языках. Это человек, который придумал и реализовал не одну реформу, которая позволила улучшить и состояние в экономическом плане. То есть он был очень хороший экономист, и по тем временам это был человек действительно выдающийся, фигура такого масштаба, трудами которого спокойно можно пользоваться по сегодняшнее время, потому что они актуальны. Более 150 работ по экономической политике России, стран Европы, США, а также по вопросам международной политики Англии, Турции, Персии обнаружено и исследователем Берснако Газикова. Мало кто знает, что после окончания вуза в Германии Джабагиев трудился в Главном управлении землеустройства и земледелия. В департаменте земледелия он оказался в тяжелое время столыпинских реформ, но прекрасное знание европейских языков и своей работы способствовали его быстрой карьере. Он, оказывается, входил в рабочую группу, которая, подготавливала проект учредительного собрания России. Он был там, в этом составе. Руководитель был Набоков, и он принимал участие в Российской Думе того времени, 1917 год. Поэтому мы имеем сегодня на руках эти документы. Он написал, нам выявлено более 700 статей на сегодня, которые написаны на разных языках – польском, немецком, французском. Васангерей Джабагиев сотрудничал с целым рядом региональных, общероссийских и даже западных СМИ. Это и Санкт-Петербургские ведомости, Земледельческая газета, Правда, Каспий. Большой интерес у исследователей вызывает книга «Свободная земельная собственность и техника сельского хозяйства», изданная в Европе в 1915 году. Его биография и научный путь – это неоценимая кладезь упорства, трудолюбия, многогранности, человеческой натуры, уверена Изалина Плиева. Устраивать такие мероприятия и собрания нужно гораздо чаще. Почему? Потому что мы, во-первых, способствуем тому, чтобы наш народ знали, и наш язык знали. И, конечно же, наша молодежь потом начинает гордиться своей историей, своим бытом, своими традициями, обычаями и сохраняет нашу культуру. После установления советской власти на Кавказе в 1920 году Васангерей Джабагиев эмигрировал в Европу. Но перед этим, как вспоминают родственники, посетил родное село Мецхало. По рассказам родных вспоминается один веселый случай. Он весь был одет белым. Туфли белые, костюм белый, шляпа белая. И вот так вышел в природу туда, Мецхальская наша называется эта гора. И вот он там через плечо с этим пиджаком, и там любовался, бивал шляпой, ходил по горам. И уже довольно взрослый парень пас там овец из Бейни, убежал в Кирова. Там какое-то привидение
Он увидел, что все белое от и до. Васангирей Джабагиев жил во Франции, Польше, а последние годы жизни в Турции. Умер он 18 октября 1961 года и похоронен в Стамбуле. Дана Плиева, Магомед Даскиев. Новости 24.